Кантбек Эрмекович, айтсаңыз, бүгүнкү күндө жаш кадрларды тартууга кандай тоскоолдуктар бар сиздер тараптан? Кечирип коюңуз, түшүнгөн жокмун. Жаш кадрлар эмнеге келбейт Академия наука? Бул белгилүү. Не дегенде биздин эгерде орточо эсеп менен алганда маянабыз 13 000 сом. Азыркы жаштар мындай акчага келбейт экен. Анан жалаң пенсионерлер чогулуп отура беребизби 30 жылдан бери отура алсаңыз деле? Я извиняюсь, что грубо выражаюсь, арасында мен аябай бүт барыңарды сыйлайм, урматтайм, бирок деген гранттарды тартууга проекттер жазганда жаштар бүгүнкү күндө көп аралашыш керек. Сиздер ушунча убакытта эмнеге грант тартууга мындай аракет кылынган жок да? Же мыйзам чегинде тоскоолдуктар барбы? Жок. Жок, Мыйзам чегинде тоскоолдуктар жок. Жок, Анда урматтуу Бекбосун Ишенбекович, ордуңуз кут болсун. Азыр деген улуттук аттестационный комиссиянын жетекчилиги болдуңуз да, сиз шайланып. Мен сизге кайрылат элем да, бүгүнкү күндө PhD наамы боюнча ушул биздин мыйзамдарыбызды бир иреттеп берсеңиздер, анан Кыргызстанда канча PhD сыртта окуп келген мыкты кадрлар бар, ошолорду тартыш керек. Грант менен иштегенде ошол адамдар сиздерге жардам беришет. Анан мен пенсионер деп айтсам тарынбаңыздар да, бирок бүгүнкү күндө мына Бишкек шаары 1-май округунун депутатымын да. Западный автовокзалга бир бардыңыз беле? Суу жок. Ушул боюнча үстү жактан шаарларды куруп атасыңар. Мамлекеттик проекттердин заключениясы моундай болот деп жаңы шаарларды куруп атасыңар. Ошол боюнча бир да Академия науктун проекттерин уккан жокмун мен. Бир дым этип отурасыңар да унчукпай. А в городе, нижняя часть города без воды сидит. А ушуну Академия наукта отурган мүмкүн жаш кадрлар тиякта биякта кызматта отуруп алышып түшүнбөйт алар. Бирок айта турган акыл кеңешти бере турган сиздерсиздер да. Президент тарабынан, өкмөт тарабынан толтура гиктерди куруп атабыз. А нижняя часть города без воды остается. Об этом кто должен говорить? Если депутаты не разбираются, министры не понимают об этом, строят и строят. А мына мен жолушка барып келдим, айтып атат, 3-4-5 этажга уже суу көтөрүлбөй калды бизде. Буну ким айтыш керек? Буну деген ошол системаны түшүнгөн, сизге окшогон академиктер, илимпостор, могуларды куруп атканда, и давайте, может, мыйзам чегинде биз силерге атай полномочия по научной экспертизе для госпроектов сделаем. Вы же молчите об этом. Айткыла да. Давайте мыйзам чегинде мына толтура через депутатов лоббируют вон, угатпайсызбы биз ызы чогулуп атабыз, законопроекты приносят. Алып келиңиздер. Ошондой законопроектти биз силерге өткөрүп берели. Только тиги илимий тараптан давайте экспертизаны кылганга Академия наука күч берели деп. А иначе вы сидите, лишь бы вот 10 лет, 20 лет өзүңөрдүн чар, мындай аябай тар чөрөгө киргизе турган этот особый, я не знаю, к вам очень тяжело туда попасть. Это все знают. Сверху только если не позвонят, через эту комиссию пройти очень сложно. Как все голосуют, тоже все знают. Но авось-то и ныне там. Разрешите, я вам отвечу по этому вопросу. 5 лет тому назад Институт водных проблем, который в Академии находится, написал письмо официальное в правительство и в мэрию города Бишкек. В этом письме было написано, что если не будут приняты соответствующие меры, через 3-4 года воды в городе Бишкеке не будет. Почему? Потому что у нас в городе Бишкеке более 100 новых скважин пробурено безо всяких разрешений на законы, и поэтому уровень грунтовых вод резко упал. И это еще будет продолжаться несколько лет, потому что маловодный период, и вы не правы в том, что мы сидим, молчим, мы об этом говорили, но единственное, что мы, может быть, наша вина в том, что мы не вышли на такой высокий уровень, как Джогорку Кеңеш. Микрофон берили. Вы меня простите, да, что я немного в неуважительной форме обратилась, но иногда приходится политикам так обращаться, чтобы задеть за живое умных, образованных и грамотных людей, заставить их говорить и выйти из тени.
Я очень уважаю Академию наук. Я знаю, что там сидят достопочтенные, уважаемые люди. Но то, что мои коллеги говорят, вы позволяете раздербанить систему, это плохо. Вы позволяете там направо-налево, мы же слышим об этом. Но если вы об этом не будете обращаться в парламент, у нас какие-то мы текущими вопросами заняты, но мы и глобальные вещи озвучиваем. И пока вот в округ не поедем, мы не узнаем о том, что воды не хватает, поэтому. Я, например, не слышала, что вы обращались по этому поводу. И я думаю, о вас не слышали очень многие люди. Об этом надо говорить. И я вот поэтому говорю, да, уважаемый вот аттестационный комиссияның жетекшісі, пожалуйста, очень много грамотных, образованных ребят. PhD-ні надо нам узаконить, дүйнө жүзүндө системаны. Ошого до этого жетекчилерди мен эми не люблю уходящих людей как-то комментировать, но оно погрязло в интригах. Как проходит аттестационные комиссии? Вся страна знает. Я у молодых ребят спрашиваю: ребята, вы же будущее нашей страны, идите защищайтесь. Эльверджи говорит, если у тебя дохода нет, минимум 2-3 тысячи долларов, чтобы защититься. И за всеми этими, как я вас обозвала, пенсионерами, еще по пятам надо ходить, каждому чай давать, договариваться. Поэтому только чиновники, министры, вице-премьеры могут защищаться. И посмотрите статус тех, кто защищался в последнее время. Только высокопоставленные лица. Ни одного простого смертного парня там нет или девочки. Но зато они все в Оксфорде защищаются, они в Европе, в Америке защищаются, но они не нужны нашей стране. И эти ребята в Турции находят работу, эти ребята в Дубае сейчас работают. Я очень много выезжаю за границу и всех этих ребят вижу. И когда я спрашиваю, почему вы не хотите работать здесь, они говорят: Эльверже, танышың жоқ болсо, если ты не из элиты, если ты не с академической среды, если в Советском Союзе твои родители не работали высокопоставленным чиновниками, помогали тебе делать карьеру, ты туда не попадешь. Мне очень грустно это слышать. Но вы же после себя что-то тоже должны оставить. И об этом должна говорить не я. Менде уже силердің жашыңарған на пути, менде уже қаншаға шығам. Но мне просто стыдно перед этими людьми, что мы многие вещи здесь озвучиваем, и вы молчите. Никто вас не выгоняет откуда-то. Но вы хотя бы подавайте голос и говорите: все, город через 3 года, половина города без воды будет. А для этого не надо запрещать строить, для этого надо говорить, чтобы регионы экономическое положение исправлялось. И об этом должна говорить Академия наук. Если в Академии наук у аксакалов не хватает смелости, наберите молодых ребят. Они будут об этом говорить, потому что им еще жить здесь. И мне кажется, у них духу хватит с коррупцией этой бороться и хотя бы озвучивать какие-то вещи. Еще раз прошу прощения, но у меня тоже наболело, потому что мы ходим в округа, и образованные, грамотные люди говорят: а жеткіріп болачы тақта, без сус сотраус. Или в Первомайском районе западный автовокзал никому не нужен. Кызыласкер нет воды. Я думаю, в Свердловском, нижняя часть города, то же самое происходит. Воды нет. Нижняя часть за Бишкеком, Чуйская область, воды нет.